Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана отправился с визитом в Японию. Конференция ООН по странам без выхода к морю пройдет 5-8 августа в Авазе. Меджлис Туркменистана принял ряд новых законов и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с визитом в Японии, принял участие в открытии Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке Экспо-2025 в Осаке. Церемония началась с визита главы государства в здание приема высокопоставленных гостей Экспо-2025, где он оставил памятную запись в книге почетных гостей. Вместе с министром Японии по Всемирной выставке Ито Йошитака глава Туркменистана принял участие в официальной церемонии, выступил с речью и перерезал праздничную ленту национального павильона. На 8-м заседании Меджлиса Туркменистана 7-го созыва были рассмотрены и приняты несколько законов, направленных на интенсивное социально-экономическое развитие страны. Одним из ключевых документов стал закон Туркменистана о суде в новой редакции. Важным решением стало принятие изменений и дополнений в закон Туркменистана об автомобильном транспорте, устанавливающий правовую, экономическую и организационную основы функционирования этой отрасли. На заседании также выступил уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназарова. На газовом месторождении Галкыныш в результате бурения скважины номер 285 глубиной 4452 метра получен новый приток природного газа с суточным дебитом 2 миллиона кубометров. Газ поступает из пластов, расположенных на глубине около 4500 метров. Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о проведении третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане. Мероприятие пройдет с 5 по 8 августа. Решение было принято на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках Года культуры Туркменистана в Китае в городе Сиань состоялся концерт, в котором приняли участие туркменские деятели искусств. В ходе мероприятия зрители ощутили неповторимое очарование музыки и танцев Туркменистана. Данное мероприятие можно рассматривать как новую отправную точку для расширения практического сотрудничества с Туркменистаном в области культуры, искусства, туризма и других направлений, заявил заместитель председателя правительства провинции Шэньси Сюйминфэй. Сильные заморозки в Турции повлияли на сельскохозяйственный сектор. Как сообщил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, в некоторых районах страны в марте-апреле текущего года были зарегистрированы самые низкие температуры за последние 30 лет. Особенно значительное похолодание наблюдалось 10-12 апреля, когда температура опускалась до минус 15 градусов Цельсия. Также отмечались снегопады и град. Холода нанесли ущерб различным сельскохозяйственным культурам, включая яблоневые и абрикосовые сады, ореховые деревья, виноградники, а также посадки картофеля и лука. Правительство планирует оказать поддержку пострадавшим фермерам. Северные регионы Китая оказались во власти разрушительного шторма с экстремальными порывами ветра. В горных районах скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Метеорологи рекомендовали гражданам с весом менее 50 килограммов не покидать помещение из соображений безопасности. Национальный метеоцентр КНР выпустил оранжевый уровень опасности. В Пекине отменены сотни авиарейсов и закрыты парковые зоны. Сильные ветры повалили деревья, нанесли ущерб автомобилям и старинным строениям. В некоторых районах страны приостановлено железнодорожное сообщение. Президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа высоко оценил развитие туркменского футбола во время встречи в Куала-Лумпуре с председателем Федерации футбола Туркменистана Куванчмухамедом Овековым. Шейх Салман поздравил Овекова с единогласным избранием на пост руководителя туркменского футбола в ноябре прошлого года. Президент АФК особо подчеркнул успешный старт сборной Туркменистана в отборочном турнире Кубка Азии 2027. Отдельной похвалы удостоился клуб «Аркадак», который в текущем розыгрыше Лиги вызова АФК дошел до полуфинала, победив в четвертьфинале индийский Ист Бенгал с общим счетом 3-1 по итогам двух встреч. Представительницы женской сборной Туркменистана по шахматам Джахан Реджепова и Бягуль Эзизова заняли 4-е и 6-е места, соответственно, на завершившемся в Алматы зональном чемпионате Азии. Особенно отличилась 14-летняя Джахан Реджепова, которая была удостоена звания женского мастера ФИДЕ и выполнила первую норму женского международного мастера. Турнир являлся официальным отборочным этапом на Кубок мира ФИДЕ 2025 и собрал 131 ведущего шахматиста из 5 стран Центральной Азии и Афганистана.
в том числе 87 мужчин и 44 женщины. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.